Доброе сердце – это когда ты неравнодушен к проблемам других. Да, может быть, не всегда есть возможность помочь материально, но всегда есть возможность помочь морально, словом или делом. Семья Лана из Тесхемского Кажуна, которая проживает на Чебанской стоянке в местечке Усту-Тес, разводит мелкий и крупный рогатый скот. Отмечает, что кумыс изготовить достаточно трудно. Конечно, трудно, так как из одной кобылы мы получаем примерно 200 мл молока только в один раз. А если от 10, то это получается примерно 2 литра, да? 2-3 литра получается. Каждый человек в столь трудное время пытается помочь тем, чем может. Семья Лана передала кумыс в объеме 3,5 литров врачам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Как отметила Салбакай, кумыс очень полезен для здоровья, особенно в период пандемии. Самое полезное, собственно, наверное, это повышение иммунитета у ослабленных людей после заболевания или так. Это помогает или лечит грудные заболевания. Это, например, туберкулез или бронхиты разные. И чуть-чуть там, наверное, кишечный тракт тоже. Семья Лана уверена в качестве своего кумыса, которое получает из молока кобыл древней кочевой тувинской породы. Считается, что лошади обладают выносливостью и физической силой. Также их кумыс берут покупатели со всех районов республики для лечения от многих болезней. От имени Чабанов, Сумона, Гарик Тесхемского Кажуна передаем этот живительный напиток кумыс тем, кто находится в красной зоне. Я обещаю, что передам подарок врачам Кызыльского Кажуна, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом. Однако и Министерство труда тоже изъявило желание помочь нашим врачам. Министерство труда по данной акции «Спасибо врачам» тоже не осталось в стороне. Мы своим решением, то есть переговорили со своими подведомственными учреждениями, с руководителями и договорились, что за счет своих средств, которые мы собрали, обеспечим питанием, ну и в принципе уже обеспечили питанием, горячим питанием на 10 дней врачам, которые находятся в красной зоне, в многофункциональном центре, который возведен по линии Минобороны. Такое внимание очень важно для медицинских работников, потому что любые слова поддержки и внимания, которые звучат от пациентов и неравнодушных граждан, очень важны для придания сил и в дальнейшем борьбе с этим заболеванием. Инна Клоян, Чайхан Данга, Казамат Ачур, Тува 24.